Харлах Шамлар, Бугун Атерн Яйнда, Келеджек Кисат, Мен Сызнян Бустудия Кечережем. Барынчы саатымызда Русча Алп Варажамас, наш гость на прямой связи, советский разведчик, майор КГБ 80-90-е годы Юрий Швец. Добрый вечер, Юрий Борисович. Здравствуйте, Аслан. У нас две основные темы. Это провальное голосование вчера по обращению Конгресса США украинского парламента и в Крыму попытка обвинить политических лидеров крымских татар. Вы, возможно, знаете, первого заместителя главы Меджлиса в диверсии на газопроводе. Давайте со вчерашнего голосования. Есть сторонники того, что нужно было обращаться и получать этот статус партнера вне НАТО у Соединенных Штатов Америки. Есть позиция и партии власти, и посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой, которая накануне голосования говорила, что страна, которая хочет быть полноправным членом Североатлантического договора, не должна стремиться к получению такого вот промежуточного даже статуса. Ваше мнение? Я решительный сторонник приобретения немедленного, как можно скорее, статуса главного или основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО. Украина находится в состоянии войны. В доме пожар. Его нужно тушить. Тушить немедленно. Украине нужно немедленно обеспечить свою безопасность от северного соседа. Как показала практика, и я боюсь, что эта практика будет длиться еще несколько десятилетий, вступление в НАТО – это сложный процесс. Он требует консенсуса 30 стран НАТО. И пока у Путина есть такое оружие, как коррупция, всегда можно подозревать, что среди этих глав правительств или государств, этих 30, всегда найдется кто-то, кому будет близко к пенсии, который захочет получить теплое место в «Газпроме» или в «Роснефти», и который выразит сомнение, что Россия, то есть Украине пора вот сейчас вступать в НАТО, может быть, лучше подождать. Что касается вот тех против, которые прозвучали, в частности, от посла Украины в Соединенных Штатах Америки, то это, ну, скажем так, мягко, это не соответствует реальности. Вступление, приобретение Украины статуса партнера, главного союзника США вне НАТО, никоим образом не противоречит стратегическому направлению, желанию Украины вступать в НАТО. Значит, статус этот внеблокового союзника НАТО, он основан на двух законах, принятых в США в 1987 году, и поправка была в 1996 году. В этих законах нет ни слова о том, что получение этого статуса препятствует вступлению Украины в НАТО. Поэтому, значит, получение этого статуса позволит немедленно решить Украине два вопроса. Первый. Этот статус создаст законодательную базу для облегченного получения Украиной летального оружия. Причем такого, которое Украина нуждается в первую очередь. Противовоздушная оборона, противокорабельные установки и радиоэлектронной борьбы. Значит, без этого статуса она их будет получать еще 20, 30, 40 лет. Они их нужны сейчас. Второе, что может получить Украина, это возможность немедленно размещать на территории страны американские учебные центры и, скажем так, то, что американцы сделали на разграничение огня между Северной и Южной Кореей. Это цепочка американских военнослужащих, которые будут символически, политически, всей силой в Соединенных Штатах Америки, я имею в виду политической силой, фактически защищать Украину от северного соседа. Юрий Борисович, после этого, когда эти вопросы будут решены, потом можно вступать всю оставшуюся жизнь в НАТО. Юрий Борисович, не лучшей рекламой этому статусу вот в эти недели оказалась ситуация в Афганистане, и очень часто цитировалось: вот Афганистан имел подобный статус. Насколько серьезно надо рассматривать этот аргумент афганский, который оказался не лучшим для реноме и Соединенных Штатов Америки?
Ну, это смотря как посмотреть, понимаете. Можно всегда замутить любую ситуацию так, что в ней не разберешься. Помимо в списке обладателей этого статуса, кроме Афганистана, есть такие страны, как Израиль, Тайвань, Аргентина. Ну, кстати, сразу оговорюсь, Аргентина получила этот статус после Фолклендской войны. Бразилия, Австралия. И все нормально с этими странами. Афганистан – это уникальная ситуация. Уникальность ее состоит в том, что это, ну, во-первых, это государство, оно изначально не было, так сказать, не подходило, не было приспособлено к этому статусу. Это страна, в которой царили родоплеменные отношения. Второе, там шла война. И этот статус был дан Афганистану, чтобы облегчить поставки туда военной техники, которые были нужны американцам для ведения там боевых действий против талибов, против террористов. То есть это совершенно разные вещи. Ну и, наконец, нельзя же сравнивать Украину с Афганистаном. Даже коррупцию нельзя, хоть в Украине есть коррупция, но с афганской коррупцией это сравнивать никоим образом нельзя. А в Афганистане провальным оказался главный вопрос. Это безрассудной, широкомасштабной, всепоглощающей коррупции. То есть я бы лучше на месте тех, кто приводит пример Афганистану, я лучше бы ориентировался на Израиль и Тайвань. Израиль – это страна, которая со второго дня своей независимости находится в состоянии войны. И Тайвань, который благодаря вот этому статусу до сих пор является независимым от Китая государством. Несмотря на то, что обращение провалилось, за него не проголосовали, все-таки хочется понять, я и у авторов этого обращения в украинском парламенте, это от депутатов Европейской солидарности, так и не смог получить ответа, что вкладывается в понятие, потому что, насколько я понимаю, нет какого-то унифицированного понятия об этом статусе, и с каждой страной это разные договоренности. Вы можете нам рассказать, есть ли какие-то общие вещи, которые гарантируют этот статус, и что можно включать еще в этот договор, какой он для разных стран? Все эти положения прописаны в законе. Но начнем с того, что сам текст, я, правда, оригинальную бумагу текста этой резолюции, которую голосовали в Раде, не видел, но я читал ее, как она изложена в средствах массовой информации. Так вот, этот текст, он неправильный. Насколько я понимаю, это было обращение Верховной Рады к Конгрессу Соединенных Штатов дать Украине этот статус. Конгресс Соединенных Штатов не может дать этот статус. Согласно закону, этот статус дается исполнительной властью. Президент Соединенных Штатов может уведомить Конгресс о том, что я хочу дать Украине вот этот статус. И через 30 дней Украина получает этот статус. То есть Рада могла просить Конгресс США поспособствовать получению этого статуса. То есть американский президент может своим решением, указом предоставить статус, несмотря на то, что статус же подразумевает, если вот вы говорите, открытие там даже учебных баз, предоставление оружия, это определенные бюджеты, да? Они ж, то есть он, не согласовывая с Конгрессом, может принять такое решение. Наполняется ли оно потом дальше решениями Конгресса, или Конгресс обычно не препятствует при получении такого статуса предоставлять бюджет под этот статус? Значит, предоставление этого статуса уже основано на законе. Закон есть. Я не помню в деталях, каким образом дальнейшее ассигнование, но их можно взять из резервных фондов Пентагона и так далее, если речь не идет о миллиардах. А если речь идет о миллиардах, тогда это в ежегодный бюджет вкладывается Соединенных Штатов. Вот. Но закон уже есть. То есть Конгресс здесь к предоставлению фактически этого статуса никакого отношения не имеет. Дальше. Все положения, что может получить страна, которой предоставляется этот статус, изложено в вот этих законах, о которых я вам сказал. 87-й год и поправка 96-й. Первый – это облегченная процедура передачи вооружений стране обладателю статуса. Она примерно такой же, это примерно такой же статус, как и у члена НАТО. То есть то, что Украина сейчас не может получить различные топ, так сказать,
высокотехнологические средства массовой вооружений. Под этим статусом она сможет получить. То же самое касается совместных разработках вооружений. В ремонте американской техники, которая нуждается в этом ремонте на своей территории. Это многомиллиардный бизнес. Это возможность для военно-промышленного комплекса Украины возродиться. Третье – это разрешение размещать американские войска, даже не столько войска, сколько, так скажем, учебные центры и отдельные категории военнослужащих на непостоянной, на ротационной основе. Ну и кроме того, там в преамбуле к этому закону есть очень мощный тезис, что сам статус этот свидетельствует о особой роли страны, назовем Украина, да, особой роли Украины в партнерских стратегических отношениях с Соединенными Штатами. И он показывает, как Соединенные Штаты ценят эту страну. То есть это своего рода очень сильная декларация о особых отношениях между двумя странами. Я повторяю, Тайвань, его вся независимость от Китая сейчас держится на этом соглашении. Потом это соглашение, вернее, этот статус, он может наполняться другими соглашениями. Кстати, вот для передачи технологий и совместном сотрудничестве в разработке технологий необходимо соблюдать конфиденциальность, поэтому при предоставлении этого статуса подразумевается также подписание специальных соглашений о соблюдении конфиденциальности, секретности вот во взаимоотношении в этой области. На этой неделе у нас цитируют Нила Фергюсона, публициста и историка, который в «Экономисте» написал статью о том, что Америка дальше движется по пути отказа от статуса международного жандарма, и это свойственно и правым, и левым, как республиканцам, и демократам, и это базируется не столько на том, что изменяются взгляды истеблишмента, изменяются взгляды самих американцев, и вообще сытый мир, вот как бы и богатый мир закрывается вот в себе и отказывается от вот в перспективе от этого экспорта демократии в третьи страны. Что вы скажете по этому поводу, что вообще эта тенденция, и она не связана с именами президента в Белом доме? Ну, я удивлен, откровенно говоря, постановкой такой вопроса, потому что у администрации Байдена есть уже стратегия на весь срок ее пребывания. Ее так и называют — стратегия Байдена. Стратегия Байдена фактически подразумевает крестовый поход, то, что он называет западных демократий во главе США, против авторитарных режимов, которые находятся за красную черту от демократических государств. К этим авторитарным режимам относится Китай и в значительной степени примкнувший к ним путинский режим. Так вот, вся внешняя политика Соединенных Штатов стратегически и всего западного мира, США пытается сейчас мобилизовать этот западный мир в этот крестовый поход. Вот она направлена на то, чтобы продемонстрировать. Это он считает, что это борьба 21 века. Она покажет, кому принадлежит будущее. То есть то ли демократам, демократиям западным, и демократии как системе, то ли авторитаризму. И на эти средства, на эти цели уже выделены Конгрессом США, вернее, находятся в процессе выделения огромные суммы. Уже в Сенат принял законопроект на $250 миллиардов. То есть это чуть ли не третья мировая война мирными целями, потому что главным содержанием вот этого крестового похода, как сказал Байден, это будет мирное соревнование двух систем. Что касается вот ухода из Афганистана и так далее, это совершенно правильное решение, там нечего было делать еще 19 и 18 лет назад, надо было оттуда уходить. То, что сделал Байден и то, что он делает, он концентрирует силы США на основных направлениях. Он убирает распыленные силы оттуда, где они не нужны, они бесполезны,
Это касается и военных, это касается огромных финансовые ресурсы, внимание и так далее, и концентрирует на главных направлениях. Так что это не уход Соединенных Штатов Америки, это наоборот новый крестовый поход, который должен решить будущее мировой цивилизации. Юрий Борисович, ну вот страны Крымской платформы, которые собрались в Киеве 23 августа, ну фактически этими 46 странами, наверное, можно ограничить цивилизованный мир. В него можно добавить Южную Корею, Японию, наверное, Австралию, Новую Зеландию. И, в принципе, из 200 стран Организации Объединенных Наций, вот эти 50 плюс, да, вот это и есть цивилизованный мир. Ну, можно добавить туда Израиль, который не участвовал, но, тем не менее, вот в эту часть цивилизованного мира. Способна ли эта часть цивилизованного мира противостоять сразу таким вызовам и Китай, и Россия, а кроме того, никто не отменял Иран, северокорейская проблема, куча стран Африки и весьма такие специфические режимы и на Филиппинах, и даже в нынешней Бразилии с их президентом. То есть способен ли цивилизованный мир сразу противостоять стольким авторитарным режимам, которые, кстати, и экономически усилились за последние десятилетия? Да, способен, потому что, опять-таки, речь идет не о введении боевых действий, да? Речь идет о соревновании систем, в основе которых соревнование экономик. Если взять экономику западного мира, Соединенные Штаты и Европейский Союз, она превосходит экономику авторитарных государств, включая того же Китая. Что касается Китая, вот я сейчас по пунктам разберу. Значит, в этом крестовом походе Китай называется как экзистенциальный конкурент. То есть речь идет о том, чтобы заставить этого конкурента играть по цивилизованным правилам. Цивилизованно имеется в виду, как принято на Западе. Прежде всего, экономическим правилам. И я считаю, что для этого есть возможность, потому что экономика Китая зависит от тех рынков, которые Китай имеет в Соединенных Штатах и Европе. Если эти рынки для Китая будут закрыты, то рухнет вся экономика Китая. Это то, что китайцы не могут себе позволить. Поэтому рано или поздно я считаю, что между двумя системами, вот Китаем и западной цивилизацией, будет найден консенсус. Что касается России, то она классифицируется как, называет ее дисраптор, который это то, что можно перевести как разрушитель, а можно перевести литературно как гадильщик или гаденыш. То есть Россию оценивают как страну, которая бесполезна. Если Китай хотят вернуть в лоно цивилизованных отношений, то Россию расценивают как гаденыш, который может делать только гадость, поэтому основная задача его изолировать. Россию можно изолировать, причем элементарно. Они еще даже не начинали этого делать, я имею в виду Запад, экономически. Ну вот и все. Что касается Ирана. Иран и Северная Корея, они называются как ядерные распространители. Вот это то, откуда исходит эта угроза из этих стран. Но это не те страны, с которыми подразумевается введение каких-то... Вот меня зацепило ваши слова, что с Россией даже не начали что? То есть не начали экономическую войну? Что еще не... Серьезную экономическую войну, потому что, понятно, что то, что были те санкции, которые были предприняты против российского, путинского режима до сих пор, это так просто по загривку, по затылку немножко пошлепали и все. Основные возможные меры, они даже не применяются. Основные меры — это эмбарго на поставки нефти, газа, вот и все. И нет путинского режима. Что Россия должна сделать? Какие еще, вот это уже пресловутые фразы, красные линии пресечь? Кстати, каждому гостю, каждому нашему участнику эфиров напоминаю вот выступление Мустафы Джемилева на Крымской платформе. Оно было самым длинным из всех лидеров стран. Оно было 10-минутным, в отличие от 3-минутных выступлений для президентов и премьеров. И он вспомнил слова Макрона о том, что Россия не позволит пересечь какие-то красные линии. Мустафа Джемилев сказал, что этих красных линий пересечено уже столько, что уже непонятно, о каких красных линиях еще идет речь. И вот вы говорите, еще экономическую войну даже не начинали. Так что должна еще Россия сделать, чтобы она была начата? Смотрите, экономическая война, она никому не нужна.
Что касается красных линий, то я думаю, что после встречи Женевской между Байденом и Путиным вопрос стоит так. То есть ему уже очертили все эти красные линии, и новых чертить не будут. Она уже отнесена в категорию стран, с которыми ничего позитивного сделать нельзя. Она должна быть изолирована. Что, в принципе, и делается. Кстати, я вам скажу, что после Женевской встречи между Байденом и Путиным Россия, вернее, даже не Россия, это было ФСБ, которое пересекло ту красную линию, которую принял Путин на встрече с Байденом. То есть Байден предупредил Путина в отношении хакерских атак, и буквально через неделю после возвращения Путина в Москву ФСБ сделала эту атаку. Но Байден поставил ультиматум, он передал вот это ведение, ответку, так сказать, за хакерскую атаку из ведения Министерства юстиции. А что может сделать Министерство юстиции против хакерских атак из других государств? Открыть уголовное дело. Он передал это ведение Пентагона, который дает возможность ответить теми силами и средствами, которые обладает военное ведомство США. И что вы думаете? Тут же эта хакерская группа, которая связана с ФСБ, прекратила свое существование. Она исчезла из информационного и интернет-пространства. А потом тихо под столом из Москвы передали сюда, в Соединенные Штаты, коды, при помощи которых можно было расшифровать то, что хакеры зашифровали здесь в сотнях компаний. Вот такая ситуация. То есть с тех пор я не видел никаких враждебных действий со стороны путинского режима. А что касается вообще стратегической линии поведения, с ними надо поменьше разговаривать. Поменьше разговаривать. Я считаю, Байден правильно поступил. Он очертил сферу, он показал средства массовой экономики, куда нельзя лезть. Сказал, полезете, туда получите. Вот и все. То есть вы Женевскую встречу не считаете уступками Путину, не считаете слабой позицией Байдена, да? Абсолютно. Я считаю, что это была очень позитивная встреча. После этого Путин вообще себя как котик ведет. Немножко пошалила ФСБ, которого тут же приструнила. Что касается Украины, то, как я знаю из массы комментариев позиции, то, что там произошло, в значительной степени переврали, потому что на самом деле, как буквально в тот же день и на следующий день после встречи было сказано, что на встрече между Байденом и Путиным, Путину было сказано, что нам надо отходить от Минских соглашений. И, как вы видите, приехал Зеленский, там про поводу Минских соглашений даже слова не сказали. Поэтому я считаю, что это очень удачная встреча, более удачная, чем все предыдущие встречи с Путиным в обозримом прошлом. Насколько, на ваш взгляд, Юрий Борисович, США рассматривают Крымскую платформу как серьезный механизм? Почему я задаю этот вопрос? Крымская платформа состоялась 2 недели назад, 23 августа. Нариман Джулял, первый заместитель председателя Меджлиса, был участником этой Крымской платформы, был участником, где было представлено 46 стран. Несмотря на то, что на уровне США это был министерский уровень, не президентский. И вот Россия похищает этого человека, первого заместителя председателя Меджлиса, участника Крымской платформы, единственного человека из Крыма, оккупированного полуострова, который принимал участие. Это такой удар или ответ, который та же Мария Захарова и российский МИД обещал всем участникам Крымской платформы. Вот правозащитная тема, насколько она серьезна для Соединенных Штатов Америки, или это слишком мелко для того, чтобы Америка предпринимала какие-то реальные действия на такие шаги России? С администрацией Байдена тема прав человека возвращается. Возвращается, и это было задекларировано, в том числе по таким вопросам, как вытеснение уйгуров в Китае, и будет обращаться внимание на вопрос прав человека, связанный с Россией. Но я бы хотел сказать, как мы плавно переходим к тому террористическому акту, который придумала Россия в отношении первого заместителя Меджлиса и еще 4, то есть там всего 5 человек было арестовано.
Это не просто вопрос о прав человека, это провокация. Это провокация, которая изначально придумана, состряпана спецслужбами России. И там есть элементы пыток, которые очень вероятно применяли спецслужбы России в проведении этого мероприятия. То есть тут надо ставить вопрос не просто о нарушениях прав человека, тут надо ставить вопрос о пытках согласно Конвенции ООН о запрещении пыток. А Организация Объединенных Наций этот вопрос ставит очень остро. Есть Конвенция ООН, запрещающая пытки. Каждый год эта организация, ее уполномоченный, проводит обзор о состоянии в этой области в различных странах мира, включая Россию. И я считаю, что вот этот вопрос, связанный с арестом 5 представителей татарского народа и голословного обвинения их в осуществлении причастности к террористическому акту, это как раз вот та сфера, которую нужно... Этот вопрос нужно поднимать на международном уровне, и я думаю, что начинать надо с уполномоченного ООН по вопросу, по Конвенции о запрещении пыток. А у России было все возможности расправляться вот с Нариманом Джелялом, которого они арестовали, как с первым заместителем председателя Меджлиса, потому что с 2016 года, когда Верховный суд Российской Федерации признал Меджлис экстремистской организацией, все члены Меджлиса попадают под эту статью как члены экстремистской организации. И такие же сроки, как по делам Хизбут Тахрир, от 17 до 20 лет, легко можно было бы эту статью применять в отношении и Наримана Джеляла, первого заместителя. Почему, на ваш взгляд, вот Россия идет путем вот таких придуманных терактов, по этим причинам начинает преследовать Наримана Джеляла и остальных 4 крымских татар? Возникают ли из-за того, что это обычная, попытка представить как обычное криминальное дело с элементами терроризма, украинскую «Справляю враження», производит ли это впечатление или вызывает ли это сомнения вот у западного потребителя информации, а вдруг там действительно есть терроризм, а вдруг там не просто так, или в принципе все понимают, что российский режим это все придумывает, и это не имеет значения для западного мира, по каким статьям будут преследоваться люди в Крыму? Нет, вы знаете, я сам юрист по образованию, я участвовал в более 400 судебных процессах на территории США и Великобритании, где рассматривались вопросы о правах человека. В каждом конкретном случае нужно доказывать в суде и в средствах массовой информации, что вот в этом конкретном деле ситуация стоит вот так, а не так. То есть такого общего понимания, что Путин он плохой, значит все, что там происходит, все плохо. Но что касается данного конкретного случая, значит это ФСБ против 5 представителей татарского народа Крыма. ФСБ, это уже доказано. Я участвовал в судебном процессе в Великобритании по поводу убийства Литвиненко, где ФСБ проходит в качестве организации, совершившей террористический акт в Лондоне, результатом которого было убийство Литвиненко. Это в судебной практике, в судебных решениях. Это террористическая организация. Что не зафиксировано пока, это то, что ФСБ участвовала в массовых террористических акциях, таких как взрывы домов в России в 1999 году, на волне которых Путина привели к власти. В их результате погибли более 350 граждан Российской Федерации. Было и другие массы случаев. Поэтому нужно доказывать. Но я вижу, вот смотрите, я посмотрел перед нашей передачей, накануне, как только это произошло, я посмотрел, прочитал прямо на сайте ФСБ, чтобы не пользоваться посредниками, что они заявили, какие у них доказательства есть по поводу якобы терактов, в котором якобы участвовали вот эти 5 человек. Значит, первое. Вся их история, которая там изложена, это Филькина грамота, которую я могу доказать в любом западном суде, почему это Филькина грамота. Причем на очень низком уровне это Филькина грамота. Второе. Записи якобы признательных показаний 2 молодых людей человек. С облюренными лицами, да. Угу. Да, которых арестовали. Они явно
зачитывают, вернее, по памяти заполненный текст озвучивают, который для них был написан. Это не произвольная речь людей. Они читают текст написанный. Третье. Значит, у одного из них, это первый, который идет на этой записи, у него, очевидно, левая рука неработоспособна. Она у него просто висит, что наводит на мысль о возможных пытках. Лица их замазаны, и единственное объяснение этому, почему они вот так вот blurred, это по-английски. Короче говоря, лица невозможно, не видно реальные лица, потому что на этих лицах наверняка побои. Вот. То есть я считаю, что этого достаточно для того, чтобы поднимать вопрос о возможности и вероятности применения пыток против этих людей и выносить этот вопрос на международный уровень, на уровень ООН для начала. Все страны-участники Крымской платформы, обсуждая, что она создана прежде всего для деоккупации Крыма, уже не скрывают, что процесс будет долгосрочным. Предыдущий американский посол в Украине говорил о том, что сравнивала ситуацию со странами Балтии, оккупацию которых США не признавали 50 лет, и вот эта вот свобода наступила через 50 лет. Тогда в 2018 году это интервью так вызвало болезненную реакцию в Украине. Сейчас уже есть, скажем, привыкание, болевой порог, наверное, в Украине повысился, и когда сейчас и представители стран Балтии говорят об этом 50-летнем пути, и когда такие вещи звучат и на Крымской платформе, уже есть просто принятие вот этих вот штампов, что военного пути решения нет и для мира, и для Соединенных Штатов Америки по Крыму. И вот есть такое понимание долгого пути деоккупации. С другой стороны, вот как вы сказали, с Россией экономическую даже войну еще не начинали. Что может предпринять мир для того, чтобы хотя бы на вот этом пути между деоккупацией, и сегодняшним днем уменьшить вот эти людоедские проявления России в Крыму по отношению к крымским татарам? Есть ли пути, по которым, скажем, Россия пока еще быстро не откажется от Крыма, но хотя бы перестанет заниматься людоедством? Господа, вопрос о крымско-татарском населении стоит очень остро, и Россия... То есть Крым – это временно оккупированная территория воинственным агрессором. Вот как я расцениваю это. Причем это территория, которая постоянно и стремительно насыщается, милитаризуется, скажем так. Пойти туда с пушками, с ракетами для того, чтобы выгнать оттуда россиян, это нереально, на это никто не пойдет. Что касается конкретно крымско-татарского населения, то вы, господа, должны поднимать этот вопрос на международный уровень. И вот этот арест, то есть Россия сама спровоцировала это дело, это фейковый террористический, так сказать, акт. Нужно поднимать его на международный уровень, для начала связаться с офисом уполномоченного ООН по надзору за выполнением Конвенции против пыток. Затем есть в Америке крупнейшие юридические фирмы, которые про-боно, бесплатно рассматривают вопросы, берут под защиту людей, которых голословно, как считается, обвинили в причастности к терроризму. Вот я бы подключил одну из таких организаций, которая бы постоянно... То есть нужно, чтобы мир знал об этом, что ежедневно, ежечасно происходят нарушения прав крымско-татарского населения на этой оккупированной территории. Чтобы этот вопрос постоянно находился в поле зрения международной общественности. И, как говорится, вода камень точит. Рано или поздно. А путинский режим, он гнилой режим. Он гнилой режим. Или рано или поздно он падет в силу внутренних причин. И падение это может произойти быстрее, чем 50 лет. Потому что, вот с моей точки зрения, он уже настолько гнилой, что любая массовая акция
против этого режима может привести к его коллапсу. А что вы думаете о самом блоке НАТО, с которого мы начинали разговор, когда говорили об особом статусе союзника Украины вне НАТО? Было несколько лет назад вот такое высказывание Макрона о смерти мозга, да, вы помните, наверное, когда он говорил о Североатлантическом союзе. Есть попытка создать европейские силы реагирования, фактически вооруженные силы Европы, которые вызывают, по-моему, критические замечания у Столтенберга, генерального секретаря НАТО. Что вы думаете о нынешних позициях блока? Все-таки в Черном море из 56 стран 3 это страны НАТО, Румыния, Болгария и Турция. И тем не менее Черное море превратилось во внутреннее озеро Российской Федерации. Ну, смотрите, я считаю, что то, что сказал Макрон, это было вызвано позицией администрации Трампа, которая говорят, что Трамп был такой крутой, он был за Украину, он был против России. А фактически Трамп наносил страшнейший удар по бастиону западной, так сказать, вооруженных сил или системы защиты Запада, то есть НАТО. И Соединенные Штаты, они фактически грозились выйти из НАТО, в значительной степени при Трампе заморозили свои отношения с НАТО. И этим были вызваны высказывания Макрона, что раз Америка при Трампе не хочет участвовать в НАТО, нам придется думать о своих собственных силах и так далее. Свои собственные силы, так по большому счету, это фантазии президента Франции, которую нельзя рассматривать серьезно. Но, слава богу, в результате свободных выборов в США сейчас другая администрация, которая, наоборот, выступает за укрепление этого блока. И вот накануне встречи в Женеве, до этого буквально Байден сделал круиз по ряду европейских столицах, провел встречи в НАТО, и все сказали, НАТО вернулось обратно. НАТО сейчас более, так сказать, на подъеме, чем оно было когда-то, даже при Обаме. Поэтому возьмите учения, которые были проведены НАТО в последнее время. Учение Defender Europe – это крупнейшее по своим масштабам учение с 1993 года, когда их предшественник Рефоджер перестал существовать. Это недавнее учение Сибрис, опять-таки беспрецедентное по своим масштабам, которые состоялись в Черном море. Я бы не согласился с точкой зрения, что Черное море превращается во внутреннее озеро Российской Федерации. И примером я могу привести вот этот заход британского эсминца, который зашел, как он сказал, в территориальные воды Украины. Была продемонстрирована демонстрация флага, было продемонстрировано, что Запад, НАТО не воспринимает Крым и территориальные воды вокруг Крыма как российскую территорию. То есть вот этот проход британского эсминца, это не случайно какой-то жест? Вы считаете, что НАТО и страны будут усиливать свое присутствие в Черном море в ближайшее время? Абсолютно, абсолютно. Я еще не сказал по поводу Турции. Вообще, Турцию я знаю хорошо. Я еще в начале 70-х служил в советской армии в системе главного разведывательного управления. Электронная разведка. И мы занимались разведкой по Юго-Восточному театру военных действий, куда вот входит Средиземное, Черное море и Турция. Основная сила НАТО в этом регионе. Так вот я вам скажу, что если убрать такую компоненту, как ядерное оружие, Россия противопоставить Турции ничего не может. Россия боится Турции. Вот, кстати, война, вот этот военный конфликт 44-дневный, который произошел между Арменией и Азербайджаном, он это показал. Второй пример вам. Турция запустила одну ракету, и нет Су-24 в Сирии. Путин грозился, топал ногами, все закончилось на помидорах. То есть у Турции гораздо больше военные и более эффективные военно-морские силы в этом регионе, гораздо более сильная авиация.
То есть я бы сказал, что Турция в этом регионе, она готова. Но это если, как вы сказали, убирать ядерную компоненту. Но Россия грозит, что ядерная компонента никуда не девается. И фактически... Это не грозятся. Это не грозятся. Я вам скажу так. Обратите внимание, Гитлер, насколько уж был безбашенный человек, который был обуреваем своими безумными идеями, и тот не посмел применить оружие массового поражения Второй мировой войны, такой, как, скажем, газы, потому что он понимал, что ответ будет страшным. То же самое Путина. Ну, вориши, которые из грязи в князи, и которые 20 лет только занимаются тем, что набивают карман, это не те люди, которые будут нажимать на красные кнопки. Но даже если допустить невозможное. Я вам открою большую тайну. Есть такая авиабаза Инжерлик, натовская, которая в лучшие годы, там находилось больше самолетов, боевых самолетов НАТО, в частности американских, чем больше боевых самолетов во всех воздушных ВВС России. Так вот, там есть много ядерных боеголовок. Это достаточно для того. И в Москве это знают. Поэтому против Турции Москва не применит никогда ядерную компоненту. Спасибо большое за то, что вы участвовали в нашем эфире. Это был Юрий Швец, советский разведчик. Фактически можно в Википедии интернет дает, что фактически однокурсник даже Владимира Путина, майор КГБ 80-90-е годы, который проживает сейчас в Соединенных Штатах Америки, который нам комментировал последние действия России, в том числе и на территории Крыма, и как действовать Украине и крымским татарам в связи с новыми обострившимися репрессиями уже в отношении политических лидеров. Мы продолжим эфир после новостей из Оман. Оставайтесь с нами.